Ажьырныҳәа анцәамҭазы ареспубликаҿы иҵару аԥсыԥлагаҩы агратә чымазара агрипп авирусқәа рыла ичмазаҩ рхыԥхьаӡара еизҳауа иалагеит. Ачымазара еиҳарак иргәаҟуеит зиммунитет ԥсыҽу ахәыҷқәеи аиҳабацәеи. На сегодняшний день мы отмечаем эпидемический подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения Абхазии, в том числе и в Гагарском районе. Данные лабораторной диагностики подтверждают, что мы имеем дело с гриппом, с вирусом гриппа типа А и Б, который представляет наибольшую опасность ввиду того, что он постоянно мутирует и меняет свою антигенную структуру. В этом году мы отмечаем начало роста в середине января, и по сегодняшний день еженедельно наблюдается высокий прирост заболеваемости. Вирус гриппа является очень контагиозным возбудителем. Заразиться можно гриппом воздушно-капельным путем, также через использование бытовых предметов. Это полотенца, посуда, игрушки, учебники, либо просто находясь в одном помещении с больным человеком. Жабраным за алагамҭазы Гагратәи араион хәышәтәырҭа иадыԥхьалеит ареспиратортә вирус инфекциа симптомқәа змаз ԥшьынҩажәаҩык ачымазцәа, дара зегьы ахәыҷқәа ракәын. Аҩбатәи амчыбжьазы ҩышәҩык рҟынӡа урҭ рахьтә шәи-ҩажәижәафҩык ахәыҷқәа. Аинфекциа амҽхак ҭбааны иахьыҟалаз еиҳарак ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи рҿы ауп. Уи инамаданы ахәыҷбаҳчақәа хәбеи, Бзыԥҭатәи аҩбатәи ашколы акарантин ахь рышьҭра аӡбара рыдыркылеит асанитартә эпидемиологиатә маҵзура араион хәышәтәырҭа иробас Гаграйон аҵара аҟәша. Первые вспышки пошли у нас в городе Сухум, в городе Гагра. Как-то плавно, постепенно нам казалось, что мы можем это преодолеть. На первом этапе мы закрыли Гагарскую первую школу на 3 дня, чтобы прервать цепочку распространения болезни. Потом мы закрыли с 5 февраля 3 дошкольных учреждения на 3 рабочих дня. Искренне рассчитывали на то, что не придется принимать радикальных мер и закрывать все школы или все сады. Но школы смогли преодолеть этот барьер, хотя и сегодня, наблюдая за эпидемиологической обстановкой, мы в связи со всеми директорами школ, у нас болеют даже руководители школьных и дошкольных учреждений. На сегодняшний день в Гагарском районе, согласовав с СЭС города Гагра, с ЦРБ города Гагра, были закрыты 5 садов из 6. Одно дошкольное учреждение, расположенное в городе Пицунда Алашара, работает 5 групп из 6. К сожалению, там, где у нас более 50% заболевших по группам, мы вынуждены были закрыть дошкольные учреждения. Угубзира яхтоу ахшивштра аумтузар ачимазара саши и хайвада юхар алшойтва азгуартоит ахакимца. Просто хотелось бы отметить для понимания, что какая цель карантина. Основная – это предотвращение распространения инфекции. Также защитить более уязвимые группы населения. Учреждения посещают дети, которые могут иметь низкий иммунитет, хронические какие-то заболевания. Для них особо опасно болеть вирусной инфекцией, так как они более подвержены из-за слабого иммунитета возникновению осложнений. Помимо этого, это снимает нагрузку на здравоохранение. То есть не будет такого массового обращения за медпомощью, а более постепенный будет поток. Также карантин помогает продлить образовательный процесс. То есть если вовремя вести карантин, то в дальнейшем позже можно будет продлить образовательную деятельность. Вот. Ну и также, конечно, убедительная просьба к родителям ответственно подойти к этому вопросу и до полного выздоровления ребенка не пускать его в школу. Алаҵаҟаҵара ари ачымазара шацәыхьчаразы зегь реиҳа ихадоу ауп. Алаҵаҟаҵара ҭахуп авирус ацәырҵра мызкы ҩымзар аԥхьа. Иҟазҵаз ауаҩы ачымазара ихьыргьы иуадаҩны ихигом.